Газиз һәм мөхтәрәм дин кардәшләребез, мәгълүм, Аллаһ Тәгалә иң беренче кешене туфрактан барлыкка китереп, аңа тормыш иптәшен дә барлыкка китереп, һәм дә шул икесеннән, Адам белән Хавадан, бер тамчы судан үзләрне дөньяга китереп, шушы гаиләм дигән, без күргән, эчендә яшәгән, һәм дә акыл биргән, китап күндергән, ул китапларын да тәфсирләп, аңлатып бирүче пәйгамбәрләр җибәргән, һәм дә алар сәбәпле, алар аркылы үзенең боерыкларын һәм дә тыйганнарын безгә белдергән. Всевышний Аллах, известно, создал первого человека из земли, из него же создал супругу, и из них двоих, из Адама и Евы, создал нас, людей, из одной капельки, и создал Вселенную, в которой мы живем, в мире, дал нам разум, и спасал книги, и тех, кто толкованием нам объясняли, до нас доносили приказы и запреты Всевышнего Творца, то есть пророки. Это всем нам известно, людям, которые имеют камиль иман, хамда саламат акл, тому, кто имеет разум здоровый и полноценную веру. Также Всевышний Аллах обещал тем, кто, воздерживаясь от запретов, от порицательных поступков и вещей, тем, кто старается выполнять его повеления, он обещал вознаграждение бигайри хисаб, бихисаб, говорится в Коране, без счета, и вечную счастливую жизнь, как мы, когда бросаем осенью семена, разумные люди говорят, что это начало для риса, пшена и всего того, что мы сажаем. Лишь только не имеющие разум говорят, что это смерть. Ибо когда сеешь, бросаешь семена именно туда, под черную землю. Также и когда наше тело соответственно бросает под землю, это является началом новой жизни, которую Всевышний Аллах обещал в священных писаниях. Но тем же, кто отрицает, инкар кала, не просто не верит, а отрицает, потому что разные есть термины неверующего и термины того, кто отрицает. Совершенно разные термины. Мы говорим о тех, кто отрицает, и те, которые целенаправленно выполняют то, что нельзя, то есть запреты, которые мы называем харам, которые мы называем порицаемые поступки. Для них Всевышний обещал джаханнам, совершенно противоположное наказание. Противоположное тому, что люди получат в раю, другие получат в аду. Двум категориям Всевышний Аллах обещал рай и ад. В разных местах священного Корана объясняется про рай и ад. Что касается рая, то в Коране об этом говорится 100
147 местах. 147 раз используется термин рай. 147 мест, где говорится о садах, о вечных садах. И о термине ад, джаханнам, говорится в 77 местах. 77 раз упоминается термин джаханнам, говорится в Коране. Как мы видим, про рай Всевышний Аллах говорит больше, чем про ад. И также имя Рахман и Рахим, соответственно, Рахман милостивый ко всем, к верующим и неверующим, к разумным и неразумным, и Рахим милостивый лишь тому, кто верил, тому, кто был благодарным. Поэтому и мы в этом мире видим, что больше проявляется Всевышнего Аллаха качество, которое называется Рахман, что все живут хорошо. Те, кто грешат, и те, кто не грешат. Но, естественно, по причине своего же эго все живут по-разному. Об этом тоже Аллах в Коране говорит: если к вам пришло счастье, знайте это от меня. Но если пришло несчастье, знайте это от вас. Всевышний Аллах в суре Бакара, аяте под номером 35 говорит: «Вакульна, мы сказали, я Адам, о Адам, ускун, анта ва зауджука». Мы сказали: о Адам, живи ты и твоя супруга аль-джанната. Живите в раю, мы сказали Адаму. Всевышний Аллах обращается к главе семьи, то есть к мужчине. Почему? Потому что за все поступки отвечает перед Всевышним муж. И за свой, и за жену. То есть, если муж делает грехи, за это отвечает он. Делает жена грехи, отвечает тоже муж. Поэтому, как видите, в Коране Аллах говорит: «Я Адам». О Адам. Не говорит о вы вдвоем. Обращается только к нему, так как он был впервые создан. «Вакуля минха ра'адан». Ты раньше ләззәт алып ашагыз джәннәттә. Хайфу ши'тума. Нәрсә телисез, нәрсә бар джәннәттә, теләсә нәрсә ашагыз. Аллах бирә рөхсәт. Всевышний Аллах разрешает кушать сколько угодно в раю. Вакуля, кушайте. Смотрите, куля уже обращается к ним двоим. Кушайте вдвоем. До этого он обращался только к нему. Я Адам, о Адам. А теперь обращается к двоим. Кушайте. Не говорит кушай и скажи жене, что кушает, а говорит кушайте. Обращается Аллах уже и к мужу, и к жене. Кушайте, что хотите. «Валя такраба». Но вдвоем, вы вдвоем, не приближайтесь «Хадихи шаджарата», к этому дереву. Аллах запрещает подходить к одному всего лишь дереву. Все остальное разрешено, но одно дерево запрещено. Ибо если вы подойдете, «Фатакуна мина залимин», вы будете из тех, кто является залим, притеснитель. Есть термин грех, грешник, есть термин зулюм, зулюмат, залим. Есть вот такие термины. Здесь, как вы видите, Аллах использует термин залимин. Не говорит, вы будете грешными, а говорит, вы будете притеснителями. Якын килсәгез, сез зулым кылучылардан булырсыз. Моны аңлатсак, кыска рәвештә, если человек, например, не бережет свои руки, направо-налево бьет по стене или по дереву, как некоторые боксеры ходят, или некоторые ходят с палками, бьют по руке, такая привычка.
психологически, может, что-то где-то. Или же, например, некоторые что-то одели, не подумав о том, что может ли замерзнуть щиколотка, потому что сейчас мода одевать брюки и под брюками, но между щиколотками расстояние, такая мода. Вот все это называется как раз-таки зулем. То есть суставы, кости, ноги, все будут болеть. Удар рукой об дерево или с палкой ходить, это все называется зулем. Вы скажете, это не грех? Может, и не грех, но зато зулем. Поэтому Аллах использует термин залим. Но, естественно, если они подошли, соответственно, это называется для нас грех, а для пророка Адама называется уже не грех. Ибо мы говорим, что пророки не грешат. И по истории тоже знаем, Адам подошел к этому дереву по забывчивости. По забывчивости прощается. Но сейчас, как мы видим, целенаправленно люди двигаются, рвутся именно в ад. Не по забывчивости, а именно целенаправленно. Когда все разрешено кушать, но только один вид запрещен, кушают именно из всех только один вид. Все напитки разрешены, но один вид напитка запрещен. Опять же, все пьют только один вид напитка. По той причине, что душа, тело пустое, и нужно то, что сделает более сильным и выносливым, и главное, язык, чтобы развязался. Потому что так обычно обманывает шайтан, чтобы элементарно познакомиться с тем, с кем хочет жениться. Говорит, давай чуть-чуть глотка, и ты будешь смелее. Без этого как будто он не смелый. Конечно, он не смелый, потому что у него в душе ничего не осталось. И также мы знаем из этого аята, что получается вывод, рай уже существует. Потому что Аллах в суре Бакара, аят 35 говорит, «Будьте в раю и кушайте, что хотите». Сейчас рай существует. Он был уже давно, и сейчас он есть. И о тех, которые после Туфана, после пророка Ной, Нух алейхиссалям, это в суре Нух, аят 25, Аллах говорит, они из-за своего греха задохнулись, утонули, и после этого они были брошены в огонь. Под словом огонь имеется в виду, конечно, адский огонь, гиена. Отсюда вывод, и ад, джаханнам, тоже сейчас существует. Они сейчас есть. Где и какое расстояние для нашего разума еще эта тема не раскрыта, и это, наверное, не раскроется, потому что и до Марса, и до других планет долетать не могут. Какой речь может быть о рае или об аде? Ибо еще у них есть свои размеры и степени. Например, в раю есть такие уровни, как Наим, Дарус-Салам, Джаннатуль-Ма'ва, Аден. Есть такие уровни в раю. И, конечно же, это самый 8-й, это Фирдаус. И 8 дверей есть, и в каждом из них по 100 степеней. Между двумя степенями расстояние, как между небом и землей. Вот такое расстояние между двумя. Как говорится в хадисе пророка, как история будущего пророк рассказывает, как один из верующих зашел в рай, и хадис длинный, он счастлив и полностью как слепой и глухой ходит. То есть полностью он удивленно, счастливый
потому что впервые видят такие предметы, вещи, животных. Так долгое время ходят. Самое главное, что в конце этого хадиса, когда этот человек, как говорят же, любопытное, направо, налево смотрит, вперед, назад, и когда все, он уже адаптировался, смотрит наверх. И наверху видит сияющий что-то такое, как звездочка. И спрашивает у ангелов, которые уже рядом с ним ему служат, за то, что он в этом мире служил Всевышнему, там уже ангелы. И он у них спрашивает, а что это там наверху такое яркое, блестящее? А ангел говорит ему, что это твой друг. Он говорит, какой друг? А тот, который ты читал в мире намазы, поминал Аллаха, вместе жил, одним словом. А он говорит, а скажите-ка ему, пусть спустится ко мне в гости. Говорит, хорошо. Ангелы поднимаются на уровень 2 и говорят ему, что друг земной, бывший земной в смысле, а не бывший друг, говорит, зовет тебя в гости туда, вниз, на уровень ниже. Он говорит, хорошо, ладно. Он спускается вниз, ни привета, ни пока, смотрит направо, налево и говорит другу, своему другу говорит, который вместе жил, намаз читал, говорит, фу, мискин, и уходит обратно вверх. Друг стоит и думает, наверное, увидев мои достижения, что я добился в этом мире, от харама ограждал себя, делал халяль, делал приказ Всевышнего Творца. И вот он, увидев мои подарки, наверное, просто не выдержал, да? Он говорит, нет. Действительно, говорит, если сравнить его подарки с твоими, говорит, ты, говорит, мискин. Мискин переводится с арабского, это 0. Человек, который 0. То есть нет ни капельки денег, ни одной одежды, дома. То есть ничего нет. Простой 0. Он его так назвал, хотя у него были подарки, у него были достижения, что он добился от намаза, от зикра, от того, что ограждал себя от харама, у него были вознаграждения. Но он все равно его назвал 0. Потому что в сравнении между двумя уровнями действительно так. И даже ни на секунду не остался с другом. То есть настолько на своем этаже, на своем уровне было хорошо, что он просто не захотел там остаться. И вот самый максимальный, конечно, это фирдаус. Как мы должны делать дуа, чтобы именно мы используем слово фирдаус, потому что есть надежда, что когда фирдаус спросим, хоть 7, может 6, хотя бы 1 будет. Потому что если сравнить со сподвижниками, у нас, наверное, и пыли нет достоинства, как пыли ног коня, на котором катались сподвижники. Об этом тоже есть в Коране, в суре Вакиа, сура, которую пророк хвалит и говорит, что это сура богатых. Кто его читает, никогда не узнает, что означает бедность. Вот в этой суре, в 28 до 31 аята Аллах говорит, те, кто ограждали себя, те, кто отдалились от ширка. Ширк означает верить, молиться, думать, цели ставить все, кроме Аллаха. То есть цель поставил деньги, 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 то уже можно считать, что это термин. Потому что в намазе, если думаешь о деньгах, все, уже считай, можно сказать, что ты мушрик. Не только тот, кто в могилах говорят, там у могилы спрашивают, 3, 10. Или же, когда читаешь ат-тахият, думаешь о каком-то поступке или одежде, вот уже можно сказать ширк. Или же, кроме намаза, если сутками думаешь о ком-то или о чем-то, уже можно сказать ширк. Или же какая-то цель. Поэтому у мусульманина цель и задача отличается.
У него цель – довольство Аллаха, а вот достижение цели является задачей. То есть работа, дом, машина, заработок – это называется у мусульманина задача, которая его ведет к цели. А цель – это довольство Аллаха. И вот Аллах говорит, кто от этого ограждает себя, то ему есть такие райские сады. И Аллах перечисляет качество рая. Внутри рая Аллах говорит цвета и запахи такие, что никогда и никто здесь в этом мире не видел и не чувствовал и не вдыхал. Такие воды, источники, которые никогда не портятся, и вкусы такие, что мы никогда об этом не видели и даже думать не могли. Реки как из молока, из меда, из воды и из шараб. Но шараб здесь Аллах говорит, такие, которые слаще, чем мед, и улучшающие настроение, но не портящие разум. Если говорить о мирском шарабе, то доказано медиками, кто пьет мирской шараб, вино, то у него мозг смывается именно в туалет. Об этом уже врачи уже говорят открыто. Это доказано, ибо мозг у нас не кусок мяса, а жидкость, называется серое вещество. Поэтому мясо-то, может, не уйдет от нас, хотя и мясо вырезают, если плохо жить, плохо есть, плохо ухаживать за телом. Но здесь идет речь именно о разуме. И в Коране говорится о шараб, который улучшает разум, а не наоборот, его туманит или же затупляет. Также в этих райских садах есть плоды разные, и вишни красные, и бананы, деревья, и есть тень, под которыми текут реки, и для них уготованы такие сладости и райские наслаждения. Говорится в суре Вакиа. Это для тех, кто к этому стремится и это не ищет в этом мире, как на примере пророка, который читал намаз на камышах, что ноги царапались, резались, текла кровь, и супруга говорила: зачем ты себя мучаешь? Тебе же и так Аллах обещал рай. На что он отвечал: разве я не должен быть, не хочу ли быть благодарным, и зачем я должен менять этот мир на тот мир? Ведь я в этот мир пришел лишь временно. Но опять же надо добавить, что он работал. А то, когда так говоришь, люди понимают, что все мусульмане тунеядцы. Как будто никто не работает. Пророк работал. Он был и пастухом, и вел торговлю, который достался ему от жены Хадиджи. Он дома не сидел. Всегда делил время на 3 части. Всегда был в действии. И если бы он не действовал, о нем бы не знали бы нигде, так как он через СМС интернет не распространял свой авторитет или же свою славу.